Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто ваш тайный поклонник? Кто этот мужчина и вообще есть ли он? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так. А у вас, кстати, не один тайный поклонник, их двое. Ну, либо это два разных мужчины. У одной девушки один отыграется, у другой другой. А у кого-то, да, действительно два. Один близко находится, а другой где-то очень далеко. И вы знаете, еще так странно показали, что он отдаляется. Мало того, что далеко находится, так еще и постоянно отдаляется. Видите, вот он конь, мужчина сидит на коне, и конь влево увозит его. Влево. Тайные поклонники. Вот этот тайный поклонник мне не очень нравится. Какая-то энергетика, знаете, вот опасность. Скорее всего, порченный человек. Порченный. Но мы позже его посмотрим. Да, как какой-то негатив на нем есть. И этот негатив уводит все дальше и дальше от вас уводит. Так, ну давайте разберемся с тем, кто ближе. Тот, кто ближе, похож на такого петушка. Пожалуйста, ничего такого дурного не думайте. Петушками обычно показывают молодых, ярких, перспективных, таких вот активных, которые душа парень, да, рубаха парень, у всех там как друг, всех может рассмешить, удивить, повеселить, там на инструментах этих музыкальных играет. Может что-то сочинять, постоянно какие-то шутки, прибаутки, анекдоты. Ну, такой прям яркий персонаж с очень блестящим будущим. Молодой петушок, да, блестящее будущее, выдающиеся данные. То есть все может, но почему-то как под дурачка иногда косит. А может быть, это его прикрытие. Может быть, так он остается всем удобным, приятным, не наживает себе врагов, заключает нужные союзы, сделки, контакты наводит нужные, полезные, ну и таким образом продвигается. Ну, такой болтливый человек, яркий, болтливый. Вы с этим человеком то ли работаете вместе, то ли учитесь, у кого-то отыграется, то ли вы, возможно, в одной компании, когда вот друзья, знакомые в одной компании состоитесь. А у кого-то из моих дорогих зрительниц отыграется, что это друг вашего мужа. Угу. Он с мужем вашим, например, работает, либо как бы с детства дружит. В принципе, по описанию вы должны были его узнать. Да? Самый такой яркий персонаж. Может быть, он сам по себе такого яркого цвета, масти, да? Может, какой-то рыженький. Ну, либо какой-то вот цвет у него такой яркий идет. Необычный человек, очень необычный. Всем кажется, что он такой, да, местный рубаха-парень-дурачок. Легкий на подъем, а на самом деле глубина там у него такая, закачаешься. Очень серьезный, он все контролирует, он все просчитывает, он смотрит там, я не знаю, на 10 лет вперед. И у него такие сложные алгоритмы в жизни. Вот, я не знаю, любой бы политик удивился. Он умеет выстраивать то, что ему нужно. Он не спешит, он это делает как-то вот поэтапно, кусочек за кусочком, камушек на камушек, да, вот как такой истинный, почему-то мне идет ассоциация с магом, да, вот маг, архитектор, строитель, организатор, любого уболтает, любого уговорит, к любому подход найдет, вот такой человек. А вот с вами его схемы не работают. Почему? Потому что он в вас влюблен. Когда вы рядом, у него прям сердце замирает, а потом отмирает и начинает учащенно биться. Да так биться, что он боится, что все услышат его сердцебиение. Потом он теряет контроль над собой, когда вы рядом. У него к вам безумное влечение на грани, вот знаете, вот с болевыми ощущениями. Вот
ну, у мужчин как бы сложнее, чем у женщин, как бы давайте отдадим дань фактам, то есть, ну, у него там все реакции на вас идут, и это прям боль ему доставляет. Но с другой стороны, не может он себя как-то, знаете, в руки взять. Он уже, наверное, что-то пробовал, какие-то успокоительные пробовал, может, лед, не знаю, там, в трусы засовывал. Но что-то делал, оно не помогло. Вот. Мужчина боится, что его обнаружат. А почему он боится, что его обнаружат? Да потому что, скорее всего, либо вы не свободны, либо он знает, что вам нравится другой. Вот, почему-то так мне идет. И если вы не свободны, у вас, например, муж либо парень, он решил, знаете, как сделать? Он решил вырасти в ваших глазах, он решил как-то вот показать вам разницу между ним и вашим парнем. Ну, типа, что он лучше, чем ваш парень, да? И если он думает, что вы влюблены в какого-то другого мужчину, да, вот у вас есть там симпатия либо влюбленность, то он боится, что если он начнет действовать, то будет очень жестко послан вами, да, потому что вам другой нравится. У него какая-то вот цель, знаете, вот мелкими шажочками очень близко к вам подобраться, да. Он говорит, пусть уйдет на это много времени, я готов ждать, я пойду на любые жертвы, но мне нельзя промахнуться, да, мне нельзя нарваться на вашу агрессию, на ваш жесткий отказ. Вот этого он боится. И еще почему-то мне идет, что этот мужчина вот знает, достоверно знает, что вы к нему как-то несерьезно относитесь. Либо дурачком его считаете, либо местным клоуном, либо гуляка его считаете, да, и он думает, надо исправить. Но опять же, не резко, не прийти вам, там, не доказывать, вот смотри, чистый этот анализы, да, ничего у меня нет. А именно как-то вот в ваших глазах вырасти, чтобы вы восхищались им, чтобы вы его уважали, чтобы вы сами захотели с ним быть. Тут именно такой у него план. Он стратег, он тактик, он прям такой взвешенный, у него все так четко, да, вот выстроено. Почему-то мне идет, что он либо считает хорошо, либо у него такой прям аналитический склад ума. Кажется таким легким, ярким, дерзким, на самом деле он невероятно сложный, невероятно продуманный, вот прям все просчитывает. Такой вот персонаж, как два лица у него, да, два лица. У него очень светлое будущее. Он станет каким-то большим человеком, великим человеком. Ну вот все, что хочет для себя, он добьется. Прям даже, возможно, и вас добьется. Девочки, забегая наперед, да, не у всех, конечно, отыграется, но вот идет мне, что добьется. Все, что он задумал, он добьется. Его солнце еще взойдет. Может, он огненного знака зодиака, ну, либо с такими задатками, да, вот огненными, солнечными, его солнце взойдет, и взойдет очень ярко, ярче, чем у других людей. То есть, возможно, там года через 3-5 все ахнут, чего он смог добиться, либо кем он смог стать. Вот сейчас это кажется невероятным, либо в отношении него невозможным, но он к этому придет. У него будущее открытое. Будущее открыто. И да, я даже вижу, что будет такой момент, когда ему нужно будет выбирать между его амбициями и личной жизнью. Если он будет любить, да, он будет рядом с любимой женщиной, он порвется, но и то схватит. А если, например, там, женщина нелюбимая, либо там, не очень любимая, то он может запросто отказаться от этой женщины ради своего этого солнечного будущего, великого будущего. Нет, но вы такая женщина, никто от вас не будет отказываться. Вы шикарная, вы непревзойденная, вы местная, как звезда, да? Звезда. Очень многим нравитесь, очень многих уже послали, причем в жесткой форме послали, а вас там легенды ходят, что к вам не подступиться, не подъехать, и вы как желанная мечта, но которая несбыточная. Почему-то еще такие разговоры идут. Мужчины часто вас обсуждают в своих кругах, в своих мужских компаниях. Но опять же, обсуждают, потому что им обидно, что вы ни на кого внимания не обращаете. Либо вы вот вышли замуж, либо встретили своего парня, и все. И ну, как бы верность храните, да. А многие бы хотели с вами время провести. Ну, не просто время провести, а хотели бы попробовать отношения, либо показать вам свои прелести, на что они способны, как они любить умеют.
Да, если вы замужем, то вашему мужу мужчины очень сильно завидуют. Если парень есть, то же самое. Вашему парню очень сильно все завидуют и ненавидят, да, за то, что он самую лучшую девушку себе забрал. Так, дальше по поводу этого вашего поклонника тайного. В ближайшее время вы ничего про него, как про его чувства, не узнаете. Да? Вы можете встречаться, вы даже можете заглянуть к нему в глаза. Он будет прятать все, что там у него есть. Будет прятать, будет делать вид, что он, ну, как не от мира сего. И это прям уже, знаете, такое его готовое решение. Он как-то по-другому будет действовать. Он будет выстраивать, как я уже говорила, да, ступень за ступенью. Первое, с чего он начнет, это с того, что он покажет вам свои способности, что он может что-то решить, чего-то добиться, там, вступиться, защитить, придумать. То есть полезный, да, смотри, какой я полезный, смотри, как я умею, смотри, на что я способен. То есть первое это как удивить, удивить, хочу ее удивить, хочу, чтобы она восхищалась мной. Второй этап, скорее всего, будет то, что этот мужчина начнет, ну, как в друзья, да, набиваться вам в друзья. Вот я такой друг, я такой душевный, я такой сердечный, да я вообще и не друг, я практически как подруга, да, вот в такие близкие друзья начнет набиваться. То есть он будет делать все, чтобы стать для вас незаменимым, да, настолько необходимым, что вы уже без него не справляетесь. Ну, как правая рука, да, он становится вашей правой рукой. Если у вас есть близкая подруга, то мне почему-то идет, что он с вашей подругой будет конкурировать. То есть он будет делать все, чтобы вы больше с ним время проводили как с подругой, чем со своей настоящей подругой. То есть, возможно, они еще там поссорятся из-за вас. Ну, либо подруга ваша будет крайне недовольна. Ну, а третий этап, это уже как бы, да, он будет вас покорять, он уже будет, ну, открыто говорить о своих чувствах. И его как бы уже тогда не испугает то, что у вас есть муж, либо что у вас есть там какой-то мужчина, который вам нравится. То есть он считает, что он справится. Да? Вот первые два шага, они как ключевые, а третий это уже как все случилось, да? Как вы уже у него в кармане сидите. Для чего вы ему нужны? Ну, для будущего, для счастья. Он детей от вас хочет. Он хочет с вами действительно семью. Вы женщина, как я уже сказала, звезда, вы и красавица, и умница, и он ведь тоже, он очень умный человек, он понимает, что с такой женщиной ему гораздо будет и легче, и лучше, и с такой женщиной больше возможностей откроется. То есть он все это просчитывает. Вы же не думайте, что он только чувствами живет. Нет, у него очень все в голове, там как часы работают, как этот компьютер в голове стоит. Так посмотришь, дурачок, да, по поведению дурачок. А на самом деле он невероятно умный человек и очень многого добьется. Действия, кстати, вот начнутся в самое ближайшее время. Он будет внимательно, он уже следит, да, он уже приблизительно понимает круг ваших проблем. И он, ну вот как невзначай, начнет вам предлагать помощь, либо он начнет такие же проблемы обсуждать и говорит, что вот там я другу помог, вот тут я договорился, вот тут я знаю этого, того, пятого, десятого, и вы скажете, слушай, ну у меня есть проблема, а ну-ка подскажи, расскажи. Ну а может скажете, там, помоги, да, вот вы к нему как будто бы обращаться будете, это не он к вам, а вы к нему, да, и вот с этого начнется реализация его первой ступени, его первого шага. Ну а дальше он будет все вести и контролировать. Я не знаю, повезло вам с таким поклонником, либо не повезло, но реально мужик крутой. Вот как по мне, очень крутой, с очень светлым будущим. И как он это все прячет. Ну, для вас он, да, местный дурачок, местный клоун, я это вижу. Но на самом деле я вижу, что передо мной гений. Гений, который действительно прячет, скрывает в целях безопасности, в целях не отступить от своего пути, именно скрывает свои способности. Да, крутой, очень крутой. Ну, с таким мужчиной можно и первой леди стать, если честно. Ну, либо очень такой богатой, зажиточной, светской львицей, да. Он всего добьется. Мне идет, что всего добьется. Все, что задумано, все у него получится. Солнце его очень ярко взойдет. Дальше, второй мужчина. Вот с вторым мужчиной у вас расстояние, и мужчина еще дальше удаляется. С этим мужчиной не в порядке что-то, не в порядке. Сейчас я проверю. Мне кажется, что он под приворотом, либо под какой-то защитной магией.
Магия, которая лишает его личного счастья. Сейчас я проверю. Энергетика очень холодная идет. И, как знаете, одиночество, да, вот как одиночество у него перед глазами стоит. Ну и то, что он от вас все дальше и дальше отдаляется, конь его несет в другую сторону. Сейчас я просто хочу проверить, что это, что конкретно с ним происходит. Домой его несет конь. Это защитная магия. Скорее всего, мама, бабушка, там, не знаю, сестра, например. Ну, если сестра его растила, такое иногда бывает, то вот кто-то на него поставил. Поставил так, чтобы он всегда возвращался домой, всегда возвращался в семью, всегда сидел там, где ну, его мать, бабушка, там, сестра, кто его там переворожил. У кого-то может отыграться, что мужчина женат. Женат был, либо до сих пор женат. И его могли к дому привязать, к жене привязать, чтобы он, ну, как, гулял, да не загуливался, да, чтобы всегда домой ноги несли. Вот где бы он ни был, где бы он ни оказался, как далеко бы он ни уехал, чтобы всегда домой возвращался. Всегда. Это не было порчей, это не было приворотом, это, можно сказать, привязка к дому, привязка к семье. Ну, есть такие обряды, есть такие ритуалы. Обычно их такие беспокойные родители делают, проводят для того, чтобы не потерять сына, либо там сын не вляпался. Разное бывает, понимаете, разное. То есть плохого ему не хотели, да? Не хотели. Даже вот если он женат, и его привязали к жене, привязали не потому, что приворожили, а привязали, чтобы вот он семейным был, да? Чтобы он с пути правильного не сбился. Это такая вот защитная магия. Но я, например, против такой магии. Почему? Потому что она иногда так ложится на человека, что у человека жизнь такой пустой становится. Такие люди там в депрессию впадают, с ума сходят, бухать начинают, как не в себя. Ну, то есть человек чувствует, что он не живет. Вот все дороги сводятся к одному месту, либо к одному человеку. Это неправильно, так лучше не делать. Ну, что вышло, то вышло. Я вижу, что с этим мужчиной у вас прям, ну, как пламя загорелось, да, пламя загорелось, вот взгляды встретились, либо вы там пообщались и загорелись друг к другу. А потом раз, и этот мужчина неожиданно, резко и дерзко исчез. Ну, либо как нужно было куда-то уезжать, выезжать, и все, и как пропал с концами. Он до сих пор ваш поклонник, он до сих пор о вас думает, вы до сих пор ему снитесь. Но жизнь выворачивает именно подальше от вас, вот прям уносит, все дальше и дальше уносит. Мужчина мучается, мужчина беспокоится, мужчина уже не знает, что ему думать, да, вот как так, почему так происходит, почему я не могу быть с той, кто мне нравится, почему я не могу никак повлиять на свою жизнь и судьбу, почему все складывается каким-то обратным, противным и непонятным образом. Возможно, вы уже о нем и не думаете, либо вы думаете, какой-то там очередной, да, залетный рыцарь без страха и укора. Но на самом деле, да, тут магия. Магия, которая не позволяет вам быть вместе. А он вас полюбил, и полюбил достаточно крепко. Может, он до этого вообще никого не любил. Ну, либо вы та самая единственная, кто действительно мог завладеть его сердцем. Даже вот там за минуту, за секунду, за одну встречу, да, за один разговор. Ну, вот как показали, так показали. Так я вам и говорю. Снять с него магию, ну нет, вы не снимете. Тем более, ну, как бы у вас контакта нет. У вас ничего от него нет. Даже особой памяти уже о нем нет. Хотя, может, и помните, но так, не все и не во всех подробностях. Снять, наверное, может лишь только тот, кто сделал, ну, либо тот, кто будет вещи его иметь, да, вот с него снятое что-то, что он носил, на чем его свежая энергетика есть. Ну, мне идет, что ему жизнь испортили, да, вот этой магией ему жизнь испортили. И так его и будет этот конь всегда домой привозить. Смотрите, это не только любовь ему закрыли, ему еще и закрыли какие-то возможности там уехать, переехать, сделать хорошую карьеру, там чего-то в жизни добиться. Если первый мужчина у нас показано, солнце взойдет, и он всего добьется, то второй мужчина, наоборот,
какая-то жизнь пустая, ни о чем, и рядом с родителями, либо там с кем-то рядом, да. То есть можно сказать, что его жизни лишили, его лишили будущего, ему будущее закрыли, потому что он человек не свободный, а без свободы будущее, ну, оно очень плачевное. Он будет проживать чужую жизнь, он будет проживать. А вот если эти родители, которые его защитили, да, вот с ними что-то случится, да, люди, они недолговечны, мы не можем, ну, я имею в виду, люди, да, не могут жить вечно. Вот что он будет делать? К могиле будет, что ли, привязан? Ой, ужасные вещи. Иногда вот так просматриваешь человека, либо просматриваешь какую-то тему, и всплывает такое, от чего волосы реально вот на голове шевелятся. Ты понимаешь, что да, люди хотели как лучше, но говорят же, что хорошими намерениями дорога в ад выстелана, да. Вот и все. Я даже не хочу его дальше рассматривать, потому что мне больно и горько, и обидно, да, за то, что люди вот так вот делают со своими детьми, с теми, кого они так любят. Хотели защитить, а жизнь испортили. Не вижу, что вы сможете как-то там коммуницировать. Ну, может быть, и будут какие-то попытки. Но опять же, какие попытки, если у него все время конь его уносит все дальше и дальше, дальше от вас. А вы женщина живая, красивая, вам нужно жить, вам нужно дальше строить свою жизнь. Тем более я вижу, что вы не сильно о нем скучаете, либо вообще даже уже прям, ну, как стерлась, да, его образ уже мог стереться с вашей памяти. Может, вы и даже как-то не обратили на него внимания, как на мужчину, просто вот как приятный человек, с кем вы пообщались. Ну, а он все думает и мечтает, что когда-нибудь наступит такой прекрасный светлый день, когда вы будете вместе, когда у вас там все случится, и все будет замечательно, вы за ручку возьметесь и по жизни пойдете. Ну, к сожалению, я не вижу, что сбудется. Нет, ну, может, если освободят его от магии, может, что-то и сбудется. Но не вижу, честно, не вижу. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.